Здравствуйте, в эфире «Настоящее время». С вами в студии в Вашингтоне Наташа Мозговая. Сегодня в программе. Российский оппозиционер Алексей Навальный обвиняет Путина в развязывании войны в Украине. «Мои года, мое богатство». Эксклюзивное интервью с Вахтангом Кикабидзе. Новая достопримечательность Нью-Йорка – смотровая площадка в самом высоком здании западного полушария. Начинаем с новостей из Праги. Сергей? Спасибо, Наташа. События дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. Тела бойцов вооруженных сил Украины продолжают находить в районе Донецкого аэропорта и под Дебальцево. Так, фрагменты тел погибших власти так называемой ДНР передали украинской стороне накануне вечером. Об этом сообщают в Комитете по военнопленным непризнанной республики. Большая вероятность, что это бойцы ВСУ. Я даже предполагаю фамилию одного из них. Скорее всего, так и будет. И отправим на Днепропетровский морг. Вот, там тоже отберут, такую же процедуру проведут, отберут материал для ДНК. Ну и, возможно, там уже будут быстрые совпадения, потому что родственники уже, там процедура наработана, родственники знают и сдают ДНК сразу же, как человек у них пропал. 3 тела были найдены в старом терминале Донецкого аэропорта и еще 2 в районе села Санжаровка. Документов, на жаль, то есть при них не было обнаружено, и благодаря, то есть помог случай, если быть точнее, так как тела этих солдат разрыли местные собаки. Работа была сложная, так как они находились под башней танка, там был подорван танк, слетела башня, и они находились практически под самой башней и под дулом, то есть заваленные железом, металлоломом различным. Другие темы. Министры обороны 3 балтийских стран обсудили возможность создания совместной системы противовоздушной обороны. Цель – обеспечить единый отпор, как сообщается, возможным угрозам со стороны России. Отмечу, встреча прошла на фоне ухудшающейся ситуации на Донбассе. В частности, на встрече поднимался вопрос о военном сотрудничестве с Украиной. Мы будем предоставлять Украине помощь в различных сферах, то, что мы делали и раньше. Это и обучение украинских военных, и обмен опытом, с целью приближения армии Украины к соответствующим стандартам НАТО. Наша помощь включает в себя и лечение украинских раненых солдат, и работу в других сферах, о которых мы не все можем рассказать. Принимавший участие во встрече министр обороны Украины Степан Полторак предупредил о вероятности активизации боевых действий на востоке Украины. Предсказать действия террористических группировок, которые находятся на неподконтрольных нам территориям, очень сложно. Тем более они активно поддерживаются Российской Федерацией и вооруженными силами России. На эту территорию завезено большое количество танков, артиллерийских систем. И на территории Донецка и Луганска находятся и подразделения вооруженных сил Российской Федерации. Война в Украине затягивает Россию в пропасть. Именно так считает российский оппозиционер Алексей Навальный. Смотрите фрагмент интервью с политиком, а полная версия на сайте «Радио Свобода» и «Голоса Америки». Моя позиция здесь совершенно четкая. Захват Крыма был нарушением международных договоренностей. Стратегически вот то, что сделано с Крымом, и уж не говоря про Украину, это принесет большой вред России, потому что мы фактически не обрели ничего, кроме огромной 40-миллионной страны, где население просто теперь нас ненавидит. Но проблема Крыма – это проблема, которую нельзя решить быстро. Должна ли российская власть, любая следующая, перед проведением той схемы, о которой вы сказали, публично заявить о том, что она осуждает нарушение международных договоров, которые произошли? Безусловно. Это было нарушение международных договоров. До всего. До всего, конечно. Она должна заявить. Да. И если я когда-нибудь буду частью этой власти, я своей позиции не изменю. То, что я сказал сейчас, оно останется всегда со мной. Это было неправильное действие. Это было нарушение. Но вот оно произошло, нужно думать, что делать дальше. Простого решения не существует. Нельзя просто подписать бумажку и просто куда-то что-то вернуть. Алексей, скажите, вот Россия не только аннексировала Крым, но и ввязалась в войну в Донбассе. 6 тысяч человек примерно погибло, более 10 тысяч раненых, 1 миллион беженцев. Что теперь делать с этой войной?
Кто начал войну на Украине, точно известно. Это сделал Путин и его окружение. И он сделал это для того, чтобы сохранить монополию своей власти, для того, чтобы иметь в том числе эксклюзивное право обогащаться. И он, например, может пойти на то, чтобы отступить по вопросу о Донбассе. Вот некоторые источники сейчас так сливают, что внутри элиты, даже в окружении Путина, есть большое желание прекратить эту авантюру как-то, но надо выйти красиво из нее. Я так не считаю. У них есть большое желание отменить санкции. И это, безусловно, да. Но дестабилизация Украины и превращение Украины в то, что называется fail state, несостоявшееся государство, это принципиально важная задача. То есть допустить успеха на Украине, где произошла антикриминальная революция, самая настоящая, не допустить этого успеха – это важнейшая его задача. Такие матчи проходят в любую погоду. Военные инструкторы из США, тренирующие бойцов Национальной гвардии Украины, сыграли в американский футбол с командой Львова. Специально для этого матча правила игры были изменены. Подробнее Алена Островская. На стадионе «Юность» во Львове прошел товарищеский матч по американскому футболу между командами «Львы» и «Небесные солдаты». Первые – местные любители. Вторые – военные инструкторы из 173-й воздушно-десантной бригады армии США, которые последний месяц тренируют бойцов Украинской национальной гвардии. Американский футбол не пользуется популярностью в этих местах. Любительская команда была создана во Львове всего 3 года назад. Для товарищеского матча организаторы выбрали облегченный вид суровой игры с меньшим количеством игроков и силовых приемов, чтобы избежать лишних травм. Несмотря на поддержку львовских болельщиков, украинская команда проиграла более опытным соперникам со счетом 40-22. Капитан 173-й воздушно-десантной бригады армии США, он был рефери, остался доволен матчем. Они превосходно выступили сегодня. Я получил огромное удовольствие, наблюдая за игрой. Здорово, что военные сыграли со львами. Это укрепляет партнерские и дружеские отношения. Американские инструкторы прибыли на Украину в апреле. За полгода они планируют подготовить 900 военнослужащих Национальной гвардии, обучить их обращаться с оружием, оказывать первую помощь и эвакуировать раненых. И время передавать слово в Вашингтон. В США и ЕС озабочены состоянием здоровья российского оппозиционера и журналиста Владимира Карамурзы-младшего, попавшего во вторник в больницу с острой почечной недостаточностью. Он подключен к аппаратам жизнеобеспечения. Наташа, эфир ваш. Да, Сергей, в редакторской колонке «Вашингтон-Пост» сегодня пишут: «Будет неудивительно, если причина его нынешнего состояния останется неизвестной». Издание напоминает, что 33-летний Владимир Карамурза-младший попал в реанимацию московской больницы через день после того, как движение «Открытая Россия», координатором которого он является, представило фильм «Семья» о лидере Чечни Рамзане Кадырове. В Госдепартаменте США ему пожелали скорейшего выздоровления и сказали, что следят за развитием событий, отметив, что появлялась разная информация о том, что могло стать причиной нынешнего состояния политика. Председатель Хельсинской комиссии Крис Смит заявил, что он глубоко озабочен произошедшим и призвал российские власти помочь с перевозом Карамурзы-младшего на лечение за рубеж. Однако главврач первой городской больницы сообщил, что больной не транспортабелен. Представитель Госдепартамента США Джефф Ратке прокомментировал указ президента России о засекречивании потерь военного состава в мирное время. Мы считаем это неуместной попыткой скрыть то, что известно всем. То, что российские солдаты срочной службы воюют и погибают в Восточной Украине, и что российское правительство это отрицает. Мы видели множество сообщений о том, что перед тем, как пересечь границу, российские солдаты часто удаляют с формы опознавательные знаки. Они оставляют позади паспорта и другие вещи, которые могут их идентифицировать. Они закрашивают транспортные средства, российские флаги и другие эмблемы. И все это делается для того, чтобы скрыть прямое участие России в происходящем в Восточной Украине. С осуждением указа Путина выступил также Комитет по защите журналистов. В заявлении говорится, что цель указа – заставить замолчать журналистов, бросающих вызов российской пропагандистской машине и проводящих собственное расследование по возможным случаям гибели российских солдат в ходе украинского конфликта, в котором, по заявлениям России, она участия не принимает. 2 доклада, посвященных украинскому конфликту, были представлены вчера в Вашингтоне. Один – американских экспертов, который назывался «Скрытая из виду. Путинская война в Украине». И последний доклад Бориса Немцова «Путин. Война». Александр Панов продолжит тему.
Выводы российского доклада «Путин-война», можно сказать, посмертного доклада Бориса Немцова, совпадают с заключениями вот этого документа, подготовленного специалистами Атлантического совета США. Российские солдаты воюют в Украине. Доклады готовились независимо друг от друга. Их объединяет общий принцип. В основе лежали только открытые источники информации. Донецких и луганских сепаратистов президент Путин назвал бывшими шахтерами и трактористами и заявил в российском телеэфире 16 апреля, что российских частей в Украине нет. Британский журналист Эллиот Хиггинс, используя комплексный анализ компьютерных съемок и данные, опубликованные в социальных сетях, наглядно продемонстрировал и артиллерийские обстрелы территории Украины, которые велись из России, и передвижение отдельных частей, отдельных боевых машин и даже отдельных военнослужащих. Например, танк, снятый на этой фотографии в июле 2014 года под Ростовом-на-Дону. На видео телеканала «Аль-Джазира» возник в сентябре уже под Новоазовском, недалеко от Мариуполя. БМП «Лавина», в августе прошлого года находившаяся в российском городке Старая Станица, в феврале этого года находится в Украине, в Углегорске. Такую боевую технику не купишь в военторге, что бы ни говорили верховный главнокомандующий и министр обороны. Съемки из космоса, которые министр Лавров пренебрежительно назвал картинками из компьютерных игр, показывают, что в октябре 2013 года на месте полевого лагеря на Кузьминском полигоне, выросшем год спустя, была пустошь. А это Бато Донбаев, солдат из Бурятии 37-й мотобригады, сфотографировался в соцсетях. Сначала в лагере Кузьминский. Многие солдаты снялись тогда со щенками ездовых лаек и выложили фото ВКонтакте. А это солдат Бато уже в окрестностях Дебальцево. Американцы определили точное географическое местоположение благодаря методу британца Хиггинса. Наш доклад вызвал большой интерес внутри Америки. О нем писала «Нью-Йорк Таймс», много заявок на интервью, в том числе британских BBC и Sky News. К сожалению, система, сложившаяся при президенте Путине, не позволяет ознакомить с докладом российских граждан. Я уверен, что в будущем будут представлены и доказательства от наших официальных лиц. Они уже начинают поступать. Проблема в том, что Россия все отрицает. Президент Путин уже солгал всему миру, когда говорил, что в военной операции в Крыму не было российских войск, а потом это признал. Российский доклад «Путин-война» в Атлантическом совете представили Илья Яшин, лидер РПР «Парнас», и журналист, автор Немцова Леонид Мартынюк. Отныне, благодаря указу президента, тайные захоронения российских военнослужащих, чьи родные, по словам расследователей, получали от 1 до 3 миллионов рублей, стали государственной тайной. Потери россиян, которые официально в Украине не воюют, теперь засекречены. Они делают все для того, чтобы максимально засекретить информацию, запугать тех людей, которые могут рассказать эту информацию. Действительно, Путин очень любит рассказывать о том, что он своих не сдает. На практике это все полная чушь. Путин сдает моментально людей тогда, когда их судьбы, их жизни, то, что они делают, вступает в противоречие с тем, что Путин считает государственными интересами, а мы называем личными, корыстными интересами Путина. Плевать Путин хотел на российских солдат, на российских офицеров. Путина интересует только власть и деньги. Задача авторов доклада — развернуть общественную дискуссию внутри России, напечатать большие тиражи, раздавать его на заводах, в поликлиниках, во дворах, дать людям альтернативную информацию, той, что доносится из телевизоров. Свыше 6 тысяч убитых, десятки тысяч раненых и свыше миллиона перемещенных лиц. Это не ваша война. Это война Путина за власть и деньги. Это война его друзей Ротенберга, Тимченко, Якунина за их обогащение. Помните, вы воюете и умираете за них, а не за Россию. Строки из обращения к солдатам России Бориса Немцова на обложке его последнего доклада о Путине. Александр Панов, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон. Российский энергетический концерн «Газпром» готовится направить в Стокгольмский арбитражный суд претензии к «Нафтогазу Украины» на сумму более 8 миллиардов долларов. В такую сумму оценивается природный газ, не выбранный «Нафтогазом» в 2014 году по условиям договора. Очередной назревающий конфликт между Киевом и Москвой обострил вопрос об энергетической безопасности не только Украины, но и других европейских стран. Госдепартамент США даже утвердил должность особого уполномоченного по международным делам, связанных с энергоносителями. Рассказывает Вадим Оленчев. Киев и Москва выходят на новый виток кризиса двусторонних отношений. В прошлом году, когда Украина не добрала у России экспортный газ, власти страны попросили, чтобы Москва отсрочила предъявление штрафов, предусмотренных за это по контракту от 2009 года. И вот теперь власти России больше не хотят ждать и намерены добиваться выполнения условий сделки. Как сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер, сумма, которую его компания требует у «Нафтогаза», превышает 8 миллиардов долларов.
Таким образом, общий долг «Нафтогаза» перед «Газпромом» составляет уже почти 30 миллиардов долларов. Аналитики на Западе тут же заговорили по этому поводу о том, что пора поставить Россию на место и покончить с зависимостью Европы от российского газа. На деле же все не так просто. Примерно четверть всего газа, потребляемого европейскими государствами, сейчас поступает из России. Такие страны, как, например, Венгрия, до недавнего времени импортировали из России до 85% природного газа. В свете украинского кризиса и аннексии Крыма все больше политиков на Западе считают, что энергонезависимость для западноевропейских держав – это еще и вопрос национальной безопасности. Без надежных и недорогих источников энергии, говорят они, нельзя рассчитывать на поступательное социально-экономическое развитие. Мы хотели бы изменить отношения с Россией к лучшему и приветствовали бы как экономическое, так и политическое партнерство с ней. Но для этого Россия должна понять, как следует строить отношения с другими странами, особенно с Украиной и с европейскими соседями. Это означает прекратить использовать энергоресурсы как политический рычаг и стать конкурентоспособным игроком на рынке, где у всех есть равные возможности. Однако Россия занимается сейчас ничем иным, как экономическим шантажом. По утверждению представителей Госдепартамента США, правительству той же Венгрии Кремль предложил 50% скидку, если оно прекратит снабжать газом Украину. Власти балтийских государств сообщили о случаях, когда корабли ВМФ России мешали их морским судам прокладывать газопровод в Балтийском море. Вот почему, считают эксперты в США, государствам Европы надо постараться выработать единый курс, который позволит сдержать хищнические амбиции Кремля и обеспечить континент сырьем. Соединенные Штаты готовы помочь в этом европейским партнерам. Но роль организатора и вдохновителя ложится на Брюссель, где расположена штаб-квартира ЕС. Принимать решения и выстраивать новый курс ему следует до того, как вновь разразится кризис и в домах европейцев опять перестанет работать отопление. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев, Дана Преображенская. Настоящее время. Вашингтон. Продолжая тему стратегических ресурсов, жители армянского села Апага с каждым годом испытывают все больший дефицит воды. Подробности у коллег в Праге. Да, Наташа, причем еще 5 лет назад у людей не было подобных проблем. Артезианские скважины, дома сельчан питьевой водой обеспечивали еще с советских времен. Сегодня даже мощные электронасосы воду качают с трудом. Решения своих проблем люди не видят. Дело в том, что рыбные фермы, забирающие воду из недр, принадлежат чиновникам и членам их семей. По словам жителей армянского села Апага, вода ушла из их колодцев из-за того, что в районе были построены рыбные фермы. В свое время вода шла хорошо, а сейчас нет. Рыбные фермы понастроили по 20 колодцев на каждом гектаре. Могу вам их показать. Поэтому отсюда вода и отступила. Несмотря на то, что сельчане уже в течение нескольких лет испытывают серьезную нехватку воды, они уверены, что правительство не будет реагировать на их жалобы. Местная рыбная промышленность в значительной степени принадлежит политикам и членам их семей. Правительство знает хорошо, кто вырыл эти колодцы, кто разводит рыбу. По всей Араратской области такие рыбные фермы занимают по 100-200 гектаров. Среди владельцев простых людей нет. Все они во власти. В госреестре Армении есть по крайней мере 5 компаний, занимающихся разведением и продажей рыбы, которые полностью или частично зарегистрированы на имя премьер-министра Овика Абрамяна и его родственников. Министр охраны природы Армении Арамис Григорян подтвердил, что ряд должностных лиц, в том числе премьер-министр страны Овик Абрамян, владеют рыбными фермами в Араратской долине. Но он подчеркнул, что фермы законны. Если это необходимо, вы можете взглянуть на соответствующие документы. Они являются законными. Григорян говорит, что рыбные фермы должны следовать экологическим нормам, и скважины, сделанные с нарушением норм, могут быть закрыты. Не все хозяйства придерживаются правил. Если мы сразу же их закроем, они понесут большие экономические потери. Поэтому мы планируем заняться колодцами, которые не соответствуют нормам в будущем. Пока чиновники принимают решения и разрабатывают программы, жители села Апага настроены скептически. Они опасаются, что закрытие колодцев в конечном итоге останется лишь на бумаге. Александр Касаткин, Карине Симонян. Настоящее время. Певец, автор песен, актер, сценарист, кинорежиссер Вахтанг Кикабидзе дал интервью нашей программе. В чем схожи ситуации в Украине и Грузии, как внимал артисту Владимир Путин и почему так важно всегда выглядеть представительно. Истории человека, который никогда не изменял своим принципам. Вы очень много гастролируете и совсем недавно были в Украине. Я знаю, вас очень тепло там встречали. Какие параллели вы могли бы провести между событиями в Грузии и в Украине? Все очень схоже у нас в неприятностях, кроме того, что Украина большая страна, вы маленькая. Когда в 2008 году вы отказались от Ордена Дружбы Народов, российская пресса ополчилась на вас.
Многие ваши коллеги по российскому шоу-бизнесу стали выступать с гневными речами в ваш адрес. Были ли те, кто вас поддержал в ту минуту? Даже могу назвать фамилию. Валерий Меладзе, например. Молодой, он ровесник моего сына, даже младший, наверное. Но дело в том, что столько звонков из России, из Москвы, разных городов, столько писем трогательных, что некоторые пишут, но уже же все кончилось, уже все нормально. Мол, мы же не стреляем, мол, уже вы можете приехать попеть. У меня в голове одна картинка вот засела. Было Рождество, был рождественский концерт в Кремле. Это еще задолго до этих событий. И вся московская кремлевская элита была приглашена. И буквально напротив сцены сидел президент Владимир Путин. И рядом с ним несколько чиновников. И все мое выступление, вот буквально вот как мы сидим близко, он с ними разговаривал тихо. Ну, наверное, на какие-то политические темы. Мне это очень мешало. Я даже подумал, вот сейчас я говорю, развернуться и уйти со сцены. Но мне было стыдно, все-таки я актер. И надо сделать вид, кого-то ты не видишь. Но это я помню. Все время. Вот, если говорю о Москве, о Кремле, сразу вспоминаю вот этот кадр. Матвиенко сидел рядом, которые потом прощались очень так сердечно со мной, когда я уходил. Но слушать не слушали. Не слушали. А что такое быть кавказским мужчиной и что такое честь кавказца для вас? Кавказ – это наша родина. Это обособленная территория. Своим бытом я имею в виду. Во-первых. Во-вторых, кавказцы, они знают, что такое старший, что такое младший. Они знают, кто такой сосед, чем он дышит. Они соблюдают какие-то ритуалы жизненные, которые уже в России у всех утеряны это. Вот если, например, на Кавказе умирает сосед, даже того, которого ты не любил, или как-то был конфликт, все равно ты стараешься не включать телевизор громко, чтобы не беспокоить, чтобы не оскорбить. Вот у нас чувство достоинства и чести еще сохранилось. И это очень приятно, потому что за это нас и уважают. Если еще кто-то уважает в России, вот они знают, что это так. Ну и, Вахтанг Константинович, мы все вас знаем как очень жизнерадостного, веселого человека, поэтому фирменный анекдот от Бубы Кикабидзе специально для программы «Настоящее время». В пустыне ползет человек. Уже ходить не может, обезвоживание у него началось. И он чувствует, что это скоро должен умереть. Вокруг 70 градусов жары и одна пустыня до газа. Ползет. И вдруг вдалеке увидел, дерево стоит. Подползает, под деревом стоит женщина, перед ней стол и продает галстуки. Он говорит, дай мне воды выпить. Воды, говорит, нет, может, галстук купишь. Он говорит, воды убираю. Если, говорит, ты еще, говорит, можешь ползти, через 20 километров, здесь, говорит, ресторан. Вот, направо, говорит, ползи. Там тебе и напоят, и выкупают, и накормят, и все будет нормально. И он пополз. Через 3 дня обратно ползет. Уже весь он в шрамах от этих, как его. Кожа полопалась. Ну что, говорит, напоили? Нет, говорит, без галстука не пустили. Полная версия интервью на сайте currenttime.tv. Время передавать слово в Вашингтон. Наташа, пожалуйста. С момента терактов 11 сентября прошло 13 лет. Раны, оставленные трагедией, продолжают заживать. В Нью-Йорке на месте Всемирного торгового центра построен мемориальный парк, вырос новый небоскреб. Вот теперь на вершине этого небоскреба можно полюбоваться панорамой города с высоты более чем в полкилометра. Сегодня новая смотровая площадка, обсерватория, в первый раз открыла двери для всех посетителей. Репортаж Виктории Купчинецкой.
В Нью-Йорке открылась новая достопримечательность – Нью-Йоркская обсерватория, которая находится на последних этажах самого высокого здания в западном полушарии. Предполагается, что ежегодно ее будут посещать почти 4 миллиона человек. С оживленных улиц Нью-Йорка теперь можно взмыть на высоту птичьего полета. Если, конечно, птицы могут долететь до 102 этажа. Новая смотровая площадка построена на месте разрушенных в теракте башен Всемирного торгового центра. Она не только будущий крупный туристический центр. Она символ того, что Нью-Йорк всегда грандиозный город, даже после самых страшных событий. Посещение обсерватории – современное мультимедийное приключение. Еще в лифте вокруг тебя Манхэттен оживает. 500 лет истории Нью-Йорка за 42 секунды. А ты уже на высоте 541 метр. У самого основания тонкого серебряного шпиля. Короткое видео о городе и его разнообразии, и перед тобой открывается круговая панорама реального Нью-Йорка. Под ногами далеко внизу Манхэттен. Очень хочется ступить на прозрачный пол, хотя немного боязно. Компания Legends стала подрядчиком портового управления города, которому принадлежит это здание, и создала дизайн и концепцию обсерватории. Большинство подобных обсерваторий в мире обычно это посмотрел сверху и поехал вниз на лифте. Мы же используем современные технологии, чтобы люди получили настоящее удовольствие и при этом что-то узнали о Нью-Йорке, а также о мужестве и стойкости его жителей. Однако напоминания об упавших башнях Всемирного торгового центра в этой экспозиции мимолетно. Они появляются и тут же исчезают. Видимо, организаторы не хотели омрачать впечатление посетителей воспоминаниями о 2700 погибших или о том, что строительство этого здания мемориала 11 сентября за 13 лет едва не потонуло в политических и финансовых распрях и стоило $4 миллиарда. Мемориал и музей 11 сентября находятся прямо рядом с нами. Они являются напоминанием об ужасной трагедии, которая оставила свой страшный след в жизни многих людей на целое поколение. Но само это здание, обсерватория, это решительное заявление. Город возродился. Внизу город действительно неотразим, как никогда. Небоскребы, которых в Манхэттене становится все больше, сияют под весенним солнцем. Ист-Ривер и Гудзон переливаются друг в друга, а Статуя Свободы продолжает приветствовать путешественников и иммигрантов. Правда, чтобы все это увидеть с высоты в полкилометра, нужно будет немного раскошелиться. Стоимость билета на смотровую площадку $30 с человека. С другой стороны, это не так уж и много для того, чтобы почувствовать себя на вершине мира. Виктория Купчинецкая, Камран Тахери Магадам для настоящего времени из Нью-Йорка. И, вниманию курильщиков, послезавтра, 31 мая, отмечается Всемирный день без табака. Его цель – дать курильщикам повод задуматься о своей привычке и, возможно, отказаться от нее хотя бы на 24 часа. Кэрол Персон рассказывает о некоторых стратегиях, которые могут помочь людям бросить курить. Не секрет, что любые виды табака вредны для здоровья, но большинству людей сложно бросить курить. Это потому, что многие из них приобрели эту привычку в подростковом возрасте, а также потому, что табак содержит никотин. Никотин вызывает очень сильное привыкание, это очень мощный наркотик. Универсального совета, который помогал бы всем, нет. Некоторые прибегают к электронным сигаретам. Сиси надеется, что электронные сигареты помогут ей побороть эту привычку. Я курила много лет, но теперь мне не нравится запах дыма, не нравится гора окурков, не нравится вкус, который остается во рту, и не нравится, что других людей может раздражать табачный дым. Исследования показывают, что электронные сигареты работают не для всех. Поведенческая терапия и медицина, жевательные резинки и пластыри, сокращающие тягу к никотину, могут помочь. Доктор Нэнси Риготти и другие исследователи разработали простую программу, помогающую людям бросить курить, когда они находятся в больнице, и не возвращаться к этой привычке после выписки. Пациенты получают никотиновый пластырь или лекарство и консультацию в больнице. После выписки они также получают поддержку. Мы знаем, что лекарства работают и консультации помогают, но вместе они помогают еще лучше, чем поодиночке. 70% курильщиков из этой программы воздерживались от табака по крайней мере на протяжении полугода после выписки. Правительство США и частные организации ведут кампании по борьбе с курением с 1964 года. Исследование, проведенное Ельским университетом, показало, что продолжительность жизни людей, бросивших курить в этот период, увеличилась в среднем на 30%. Если вы думаете о том, чтобы начать курить, бросьте думать об этом.
На этом наша программа подошла к концу. Спасибо, что были с нами, и удачных выходных. Сергей, до встречи в понедельник. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Я прощаюсь до воскресенья. Не пропустите итоговый проект «Неделя. 7 дней нашей жизни» в одной программе. Смотрите нас в эфире своих национальных телеканалов. В настоящее время Сергей Дорофеев. Всего доброго. До свидания.